высоты птичьего полета он выглядит словно остров в океане. Уникальные кадры с воздуха, которых прежде здесь никто не снимал. Это не что иное, как кратер от падения метеорита под Стерлитамаком. Событие мирового масштаба, о котором сейчас мало кто знает. Хотя момент его падения ровно 30 лет назад видели сотни людей. Он вот так вот пролетел, прямо с таким гудом вот туда. Стерлитамакский район, село Октябрьское, 17 мая 1990 года. Это был банный день, рассказывает санитарка местной поликлиники Алевтина Алексеева. Свой маршрут в тот вечер женщина запомнила на всю жизнь, ведь он едва не стал для нее последним. С двумя маленькими детьми она возвращалась из бани домой. По центральной улице села шли уже когда стемнело, ближе к полуночи. И вдруг стало светло, как днем. И здесь вот надо мной такой взрыв, шар огненный. Я подумала, что это или инопланетяне, или самолет взорвался над моей головой. Мои дети крикнули, меня за ноги обхватили, завизжали, а я вот как стояла, как имевшая. Метеорит упал в поле, всего в 1,5 километрах от населенного пункта, только чудом не задев жилые дома. От взрывной волны люди попадали на землю, в магазинах сработала сигнализация. Он сверху орал вот так, как будто орет, потом взорвался. Женщины спокойно после бани идут, там полотенцами висит. Они вот или упали, или вот качались в машине, или убежали в сторону. Ближе всего к месту падения в тот момент оказался Вячеслав Никифоров, тогда еще 16-летний школьник. Вместе с одноклассниками он сидел на лавочке на окраине деревни. Вспоминает, любопытство пересилило страх, и дети рванули прямо к эпицентру. Мы бежим, буквально 5 метров пробегаем, ударная волна нас настигает и нас валит прям. Мы потом опять встаем, соответственно, бежим. Грубо говоря, мы метров 200-300 не добежали до места падения. Год спустя Вячеслав станет ключевой фигурой в истории этого метеорита. Именно он случайно найдет основной фрагмент весом больше 300 килограммов, за что в награду получит мотоцикл «Минск». Но об этом чуть позже. А пока вернемся к моменту падения. Уже к утру на поле, на краю образовавшейся воронки, была целая делегация. Ученые-геологи из Уфы и Москвы начали изучение кратера. А здесь было так много желающих, зевак, и тут вот ногами они все вот это вал первый, ногами просто вот тут много осыпалось уже. Геолог Эмир Гореев был руководителем экспедиции к месту падения метеорита. Вот он на черно-белых кадрах, снятых в те дни, отмывает от глины обнаруженные небольшие фрагменты космического тела. Первоначально кратер имел диаметр около 10 метров и глубину около 5. К воронке пригнали специальный трассовой экскаватор, чтобы найти основную часть метеорита. Ведь он стал исключительным событием не только для Башкирии. Это всего лишь второе кратерообразующее падение метеоритов в 20 веке на Земле. Ни в Башкирии, ни в России, ни в Советском, на Земле. Метеориты падают, никто их не считает. Тысячи, может, миллионы метеоритов падает там ежегодно на Землю. Но они сгорают в основном. Это раз. А потом их просто не находят. Раскопки продолжались целый год. Чтобы откачивать грунтовую воду, установили насосную станцию, провели электричество. Геологам пришлось зимовать у кратера, но метеорит в буквальном смысле как сквозь землю провалился. Весной поиски свернули, техника уехала. На гостя из космоса уже было поставили крест, но помог счастливый случай. В куче земли рядом с воронкой метеорит нашли школьники и уже знакомый нам Вячеслав Никифоров. Метеорит находился на тропинке прямо. Когда геологи копали, соответственно, они выкопали, но не заметили. А по нему ходили, дождик прошел, его чуть-чуть подмыло, и железо уже видно было. Метеорит, несмотря на внушительный вес 315 килограммов, оказался всего около метра в диаметре. Во время поисков экскаватор захватил его ковшом и откинул в отвал вместе с грунтом. В мокрой глине космический объект попросту остался незамеченным. Давно тут не были? Давно. Тракторист Николай Карцев приехал на место сразу после того, как метеорит обнаружили дети. Говорит, получил приказ от директора совхоза отвезти его в местный амбар. Не выдержав такой нагрузки, по дороге трактор едва не встал на дыбы. Я подъехал, ребятишки возле него стоят. Я подъехал прям задом, зацепил его ковшом и повез. Тяжеловато было, передок подымался. Все подходили, щупали его. С этого момента метеорит, который получил название по месту падения, Стерлитамакский, оказался втянут в целый клубок интриг разных уровней. Когда метеорит этот обнаружили и поехали его забирать, оказалось, что его уже перевезли в местный амбар,
закрыли на замок, и директор местного колхоза, он подвигает требования. Ну, у меня здесь поле было пахотное, вы его все перепуторили, сделали здесь кратер, трактора ездили, вы нанесли ущерб нашему колхозу, и давайте, мы вам не отдам, давайте нам за это выкуп какой-то нашему колхозу. Но после этого, как в этом фильме «Крестный отец», сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Там целый кортеж приехал, там и министры, там глава ГИБДД, чтобы как бы его еще и передали. Пообещали ему, что да, для совхоза выделят трактор. Он тоже остался доволен. Исхак Фархуддинов, заведующий кафедрой геологии БГУ и внук Мурата Камалетдинова, в то время директор Уфимского института геологии. Говорит, по рассказам деда, Стерлитамакский метеорит оказался еще и в центре политической коллизии. Советский Союз, у нас вертикальная система, и, как мне мой дед рассказывал, то есть идет указ передать это все в Москву. Удалось присвоить статус национального достояния этого метеорита. То есть таким образом, чтобы он просто его не увезли из нашей республики. На меня даже доносы в КГБ писали. Я их сам читал. Даже и такое было. А что? 3 академика Башкирской академии мне писали доносы о том, что якобы я хочу продать метеорит американцам там, и так далее. Ну, бред какой-то. Эмир Гореев, тогда сотрудник Российской академии наук, оказался по другую сторону этого противостояния. Рассказывает, речь шла о том, чтобы передать в Москву не весь метеорит, а только его часть. Для этого на специальном оборудовании начали отпиливать фрагмент, но не успели. Действительно, этот распил делал я. Нам было обещано, если мы даем вот этот кусочек, то нам взамен дадут многократно больше образцы других метеоритов. И тогда возникло дело, что мы создадим здесь, в Башкирии, нашу свою коллекцию метеоритов. Ну и, в общем, нам мешали во всем. И говорю, как пилить этот камень? Да вы что, ни в коем случае нельзя, это варварство. Никакого это варварства нет. Еще раз говорю, это общемировая практика. Так делают, потому что, ну что тут особенно? Ну отпилили, тут можно прошлифовку сделать, можно посмотреть там внутренние структуры и так далее, ничего страшного. Ну вот нам не дали. Метеорит был объявлен каким-то там постановлением национального достояния республики, и, в общем, на него не дышать, не смотреть нельзя было. Метеорит привезли в Уфу, и с тех пор он хранится в Музее археологии и этнографии. Метеорит – это единственный экспонат в музее, который разрешается трогать. И для посетителя это очень кстати, поскольку существует такое поверье, что если прикоснуться к метеориту и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Несмотря на все перипетии, ученым все-таки удалось установить вещественный состав космического тела. Для исследований был сделан распил одного из мелких фрагментов. Это так называемый железо-никелевый метеорит, который имеет минеральную кристаллическую структуру. Встретить такой сплав на Земле невозможно. По сути, это обломок планеты, часть ее ядра. Для Земли он, конечно, уникальный, потому что его вот минеральный состав таков, что на Земле, на поверхности мы таких минералов не можем увидеть. Где-то в глубине Земли, где высокие температуры и давление, возможно. Но пока наука не знает на этот ответ. Вот это было в мантии планеты какой-то, а это было в ядре. Вот. В Уфимском планетарии хранится своя небольшая коллекция метеоритов. Сихоте-Алинский, Царевский, Челябинский. Их называют пришельцами из космоса. Основные виды – железные, каменные и железокаменные. И на поверхности каждого из них буквально отпечатывается вся история полета и падения, рассказывает астроном Анатолий Денисов. И вот летит метеорит, его лобовая часть раскаляется. Здесь вот газы, горячие газы, разогревают до 1,5, больше 1000 градусов. Часть из них летит в стороны. Смотрите, вот они, усы образовались. Это и есть тоже горячая плазма. И вот в этот момент, когда мы это видим, мы видим, что хвост у этого метеорита. Было установлено, что Стерлитамакский метеорит прилетел из созвездия Девы. Его полет в ночном небе в течение 8 секунд наблюдал школьный учитель астрономии. Неожиданно увидел в созвездии Девы точку, которая двинулась. Он сначала подумал, что это спутник, но больно быстро стало двигаться. И буквально за 7-8 секунд она приблизилась, стала болидом. Он увидит, что это болид, яркое светящееся тело, налетает вот на эти окрестности. И этот хвост, собственно, до самой Земли практически все видели. Позднее удалось рассчитать примерную траекторию падения. Тело пролетело практически с юга на север и упало в 20 километрах от Стерлитамака. Светящийся болид видели жители почти всей южной части Башкирии. О метеорите была выпущена книга. Однако, по словам ученых, он до сих пор до конца не исследован. Геологи сходятся во мнении, что под землей по-прежнему находится еще большая часть космического пришельца, весом, предположительно, около тонны. Пруд, который образовался на месте падения метеорита, сейчас стал излюбленным местом отдыха местных жителей. Здесь купаются дети, рыбаки достают килограммовых карпов. И это отнюдь не простой лягушатник. Глубина в центре пруда достигает 15 метров.
Вот радиация показывает уровень фона радиационный 5-6 микрорентген в час. Норма до 35. Радиометр полевой, геологический. Все урановые с помощью этих приборов открывали. Валиахмед Вахитов – опытный геофизик, который работал на многих объектах, связанных с радиацией. К месту падения стерлитамакского метеорита в 90-м он тоже приехал спустя несколько дней, чтобы замерить радиоактивный фон. Я увидел воронку диаметром где-то 8 и 4 доски, чтобы люди туда не упали. Я когда приехал, сразу начал смотреть радиометром. Но там радиации такой никакой не было. И мы здесь купаемся, рыбы ловим. Более того, местные считают, что вода здесь даже обладает целебными свойствами. У меня один друг, я его привез сюда купаться. У него был астма, оказывается. Он меня попросил, давай еще раз сходим, а? Это был сентябрь месяц. Это холодно, ты что? Нет, после этого, говорит, мне легче стало. Вот он астма вылечил на 3 купания. Сейчас стерлитамакский метеорит оказался несправедливо забытым. Он упал в досетевую эпоху, в отличие от своего собрата, Челябинского, падение которого в 2013-м запечатлели десятки камер. И эти кадры быстро набрали популярность в интернете. Метеорит стал визитной карточкой области. К месту его падения, Чебаркульскому озеру, ежегодно приезжают тысячи туристов. А к кратеру в Башкирии сейчас могут найти дорогу только жители окрестных деревень. Тема метеорита, она забыта, никто ничего не знает. Ну, метеорит. А это уникальное явление. Это очень интересно. Надо сделать его объектом, как бы геологическим памятником. И туда можно возить экскурсии. В последние годы наука настолько приблизила космос, что сделала его почти осязаемым. Мы смотрим видеотрансляции высокой четкости, люди годами живут на орбите, на планеты и астероиды садятся исследовательские зонды. И все же, когда небесные посланники становятся гостями Земли, это по-прежнему кажется чем-то фантастическим. Ведь для человека метеорит – это возможность прикоснуться к космосу в буквальном смысле. Так что вот в чем прелесть встречи с таким метеоритом. Мы его поднимаем, и при этом мы поднимаем как бы всю историю нашей Солнечной системы. Она там сосредоточена.